Так, что цена у нас? Посмотрим на рыбку омуль. 1680. А это все омуль. Спинка 975 рублей. Видно, нет? Так, а что, ряпушка копченая? Кило 520 рублей. Фабрикаты какие-то. Рыба индигирка 360. 250 грамм омуль 845. Щерки 800. Это теща вот это. А это вот Никола из щуки. Вот чуть дешевая. Здесь 2210 рублей по килограмм. Так, Никола вот это. Так, ну это всякие знаки. Вот. Так, а тут что у нас за киоск? Саха агропродукт. Это вот я нахожусь в центре города. Масло продают. Масло Сырангинский 780 рублей килограмм. Так, масло Вилийское 580. Масло сливочное 600 рублей килограмм. Так. А это разные молочки, варенье с брусники. 220 рублей 320 граммов. Что там еще есть? Прием товаров, кстати. И мясо. Так. Пельмени домашние 200 рублей 450 граммов. Домашние все дома делают, что ли? Как? Так, фарш 800 грамм 540 рублей. И это конина, задняя часть 450 рублей килограмм. Говядина, передняя часть. Распил. Так, а это что там такое? Что-то такое? Пельмень. А, пельмени, да? Вот здесь вот это вот продают. А вот напиток чайный туера, мако, печенье. А, ну это уже такое. Еще один, сделанный в Якутии, вот киоск. Вареный. Так, это что? Ага. Там голландское варенье из малины, 380 рублей, 350 грамм. Брусничное 235 рублей. Такая баночка, бутылочка. Говядина. 170. Нет. О, варенье сосновое есть. Смотрите, 380 рублей килограмм. Это кедровый сироп. Это где его делают-то? Республика Саха-Якутия. Сделано в Якутии даже. Вот видите, да? Сосновый сироп тоже, да? Ага, ну у нас делают. А это вода питьевая, да? Салат индигирка вот продается. Так, творог 185, йогурты. Местный дырпа 120 рублей. Сладенький, кисломолочный напиток. Вот кумыс есть 180 рублей из кобыльего молока. Битпах 1,5 литра 200 рублей. Так, суарак нам цветы молочка все. Ну, типа кефира это. Сливки вот 215 рублей 25% жирность. А это караси жареные. Одна штука 160 рублей. Ну хотя за такую цену можно кило купить. Не тут они же типа жареные. Черепчинская колбаса. Вон чайная, да? По 690 рублей. Так. И здесь еще. А, это тефтели, биточки, салаты, блинчики. Креветки. Ну это что-то уже такое. Так, еще один. А, это якутский хлебокомбинат. Что они предлагают? Тут у них изделия, вот эти свои все делают. Они мармелад делают, зефир, печенье разное, торты. Вот такой тортик 400 граммов, 220 рублей. Есть печенье, орешки и так далее. Цены вот примерно видно, да? Какие. Так. О, смотрите, здесь все продают. Печенюшки, вот смотрите, такие, типа этот, такое. Снеговик, да? А вот эти новогодние все штуковины. Так. Якутский хлебокомбинат. Вот это все делают они. Баранки. Смотрите, сушки у нас 78 рублей. Молочная сушка 350 грамм стоит. Нормально, да? А сухари под 98 рублей 300 граммов.
Ё-моё. Что-то дорого за сахарин. Так, ну это конфетки сказка Туйнады. 280 рублей 480 граммов. Пряники, запружка с клюквой, вот это вот 293 рубля. Хлеб у нас, смотрите, сколько стоит, 44 рубля. Первый сорт, 0,7 килограмма. Дарницкий, вот этот типа серый, черный, да, 44 рубля тоже. Так, за какой там, заварной пряный 51, такая 400 граммов. Хлеб гречичный, батон на реже, смотрите, у нас стоит 400 граммов 57 рублей. Ну вот и так далее. Тут еще всякие штуковины, такие хлебокомбинат. Ну вот, короче, это улица Кирова. Улица Кирова. Сегодня у нас 25 декабря. У католиков Рождество сегодня. Все их поздравляем. У православных будет 7 января Рождество. Ну, пока вот такая погода у нас. Сегодня вроде бы говорят, потеплело, но что-то не чувствуется по сравнению со вчерашним днем. Совсем не чувствуется. По-моему, такая же погода, судя по туману. И то, как промерзает, ну, может быть, градусов на 5 чуть теплее, хотя вечером могла температура и понизиться у нас. Проспект Ленина вышли. Тут афиши еще старые какие-то, когда они выступали в филармонии Якутии. Вот. А это ушли в интернет. Будьте с нами. Филармония.ру. Юбилейный сезон. Вот раньше у них концерты на Новый год были. Я еще в прошлом году ходил, там даже что-то снимал. На канале где-то есть концерты, филармонии. А сейчас, естественно, все закрыто, поэтому печально. А здесь у нас когда-то тут был в этом помещении, в доме, кафе «Кристалл», если кто помнит. А сейчас travel кафе, и там какие-то деньги. Какие-то деньги там, тоже деньги. Быстро деньги. А здесь что? А суп лапша. Вот все. Суп лапша. Соблюдаем дистанцию. А тут что такое? А, это магазин. Тут продают всякие еду. А это горпечать, вот это. Киоск горпечати. Я туда не буду заходить. А видите, да, там продают еще газеты, журналы какие-то и так далее. Вон там видно, наверное. Календари, как многие покупают к Новому году. А вот это здание школы, какая в центре школа-то, я даже не помню. Давайте посмотрим. Тоже 9-я школа, такого же типа, это еще старая школа. Это нас, вот на авиагруппе, ну, где авиапорт, подобные типовые вот школы, еще когда они там в 50-х годах строились. Здесь школа такая тоже есть. Вот она. Вот тут и как сделали, смотрите. И 9-я школа. 3 школы, по-моему, сколько я знаю. Таких вот однотипных. Так. Вот мы с вами гуляем, сейчас идем по улице проспект Ленина, так называемый. Бывшая улица большая, дореволюционное название ее. Смотрите, тут что-то экомаркет. Что за экомаркет мы открыли?
Недавно. Вот как у них эко-маркет. Значит, эко-продукты продают. Там они. Кухни. Блум закрытый. А это что такое? Град. Какой-то град. Что за град? Магазин дверей. Магазин дверей. А тут смотрите, как шикарно сделали. Вот здесь вот. Здесь нота Бене. Телефоны или что там, я не знаю, что такое. О, телефоны. Смотрите, как они оформили шикарно. Тут у них еще раньше какой-то вот это светилось раньше. И робот Вилли стоял, а сейчас нету этого. Смотрите. Туннель. Шикарно, да? Вот так вот проходим через туннель. Ноутбуки. Вот здесь респект. Ноутбучный магазин наш, а здесь Моби Дик. Вот здесь вот мобилки. Тут смотрите, они даже эти гирлянды отсюда намотали. Бух. И здесь вот так вот. Смотрите, как сильно. Здесь даже, смотрите, здесь дерево они опутали. Типа такое все новогоднее. Вот так вот все красиво оно светится. Так, ну что, зайдем сюда, погреемся. Зато мне надо проверить камеру. Ну вот такая здесь красота у них. Короче, теперь с вами дальше прогуляемся. Походим, погуляем, посмотрим. Почему здесь что такое? Коби кафе, что ли, какое-то. Работает стол бесконтактного приема. Общепит. Многие у нас просто так не работают, только на вынос. Какой-то магазин. Камелек. Вот это магазин посуды. Якутия бренд. Якутский бренд Камелек. Видите, да? Азия Микс. Это кафе или что это такое? Не понял. Режим работы. Азия Микс, это кухня азиатская. Вот там мы видим. Тоже, наверное, на вынос работает, или как, я даже не знаю. Ладно, проходим все это дело мы. Опять здесь накатано очень хорошо машинами, бугорки такие вот. Так, а здесь что? Здесь тоже все первые этажи в этих зданиях они выкуплены. И здесь магазины. Вот магазин Вестфалики есть. Зара. Бершка. Зара. Вещи, да, Зара. Ну, кто знает, разбирается, бунгало, кафе-шоп. А сейчас я вам покажу вот это здание старинное. Оно еще начало 20 века постройки, сейчас уже 21, кто не знает. И здесь вот такие ворота. Но это уже по-современному как бы все переложено, соответственно, такие ворота. Шикарно, кирпичиками все уложено здесь. Вот восстановлено, как раньше это все строили. А это, вот это здание библиотеки имени Пушкина. Когда-то, здесь абонентский зал был, абонемент, книги давали на выдачу. Вот здесь вот доска, библиотека, читальные, памятник, памяти епископа Якутского и Вилийского Якова. Вот это построен дом. Но он еще, тут, по-моему, какой-то святой, не святой, это православный деятель, если не партии жил, что ли.
состояла, это уже октябрьские какие-то. Здание публичной библиотеки. Что написано? Библиотека закрыта на основании приказа министра культуры. Вот так вот. Так, ну спасибо, пойдем. Ну, она тоже у нас восстановлена. То есть у нее фундамент был разрушен очень сильно, ее перестроили, по сути дела. То есть здесь мы видим, это современный кирпич уже, вот современный кирпич, а тот кирпич, он от, короче, всего подряд, от условий погодных и так далее, то, что прямо был фундамент, пошел, и его пришлось переделывать, этот фундамент. То есть, по сути дела, этот дом, он заново отстроен, но у него все хорошо восстановлено. Хорошо восстановлено. Вот, в точности до деталей чисто. Поэтому вот этот дом, он исторический как бы памятник, да, хотя переделанный новый. Сейчас, ну, туда я уже не успел пойти, туда вот пойти. Сейчас еще одно историческое здание, тоже переделанное, покажу вам. Поэтому это улица Октябрьская, кто не знает. Ну и здесь такой вот сквер. Тут когда-то дом стоял, его снесли, и вот ничего не стали строить на место него, и вот такой сквер сейчас находится здесь. Памятник, сейчас посмотрим памятник кому. Ларионов, академик Ларионов, вот памятник академику Ларионову. Так сидит, ученый видный, был академик Ларионов. Памятник здесь. Ох, как тут скользко-то, а. Тут какой-то камень, гранит или что. Короче, очень. Вот так вот. И елки здесь. Смотрите, какие елки у нас шикарные. Видите, елки такие, да? Супер-пупер. Так. Ну вот это вот местечко, там, по сути дела, больше ничего нету уже. Здесь, поэтому мы вон туда пойдем. Сейчас выйдем посюда. Так, сегодня сколько у нас градусов? 45, наверное. Минус. Хотя говорят, что должно теплеть, по идее. Теплее становиться. Ну, пока что-то особо незаметно. Обещают к Новому году чуть ли не 30 градусов. Минус, конечно, жары у нас будет. Жара. Так, а вот это вот космофизика, институт космофизики, вот это здание. И рядом с ним мы тоже видим еще в советское время построенный институт был. Шафер Юрий Георгиевич, профессор там, и все. Вот, с этого института космофизики он, вот это здание советских времен постройки. Здесь елочки, такие вот шикарненькие елочки. Красиво, да? Вот так вот. Такое вот у нас, такая красота сибирская. Напротив, вот это новое здание построено, но она типа так тоже в стиле такого ретро, да, из камня сделано, вот там Бургер Хит. Не Бургер Хит, а Бургер Хит, то есть это какой-то российский бренд. Здесь вот забор такой шикарный. Видите, да, какой с орнаментом даже, колоритным якутским орнаментом. Здесь елочка. И вот это вот тоже старинное здание.
Но она опять же переделана. Проспект имени Ленина, да? Бывшая улица Большая. И в этом здании, сейчас мы посмотрим, это, вот видите, памятные доски. Здесь много тоже ученых было. Разных, как тут сколько-то, а? Приемная президента Российской Федерации. Вот все здесь. Приемная Академия наук Республики Саха. Вот здесь вот Академия наук и приемная президента. В этом здании она полностью восстановлена, тоже как бы отстроена заново, тоже по этим старым. Сейчас я покажу вам, вот она такая, да? Видно, да? Старинные такие окна большие, смотрите, как все красиво. По старинным вот этим, все эскизом точно восстановлено. Вот так вот. Приемная президента и Академия науки Якутии. Ну, сейчас мы с вами подходим к магазину Туймада. Магазин Туймада. Так, а здесь что? А, здесь фрукты. Фрукты, вон бананы разные. А, вон так вот, даже видно. Даже видно. Вот. Капуста вон у нас тут. Фрукты разные. То есть все есть. Так, а это что такое? Ферма, натуральные продукты. Сейчас очень много как бы... Ух ты, а тут как красиво-то, смотрите, олени у них. Это как он сделан, а? Из чего? Это какая-то наклейка похожа, да? Или как это они? Точно, да? Вот все здоровские. Так вот, типа замерзшее окно. Все. Натуральные продукты. Так у них оформлено все. Магазин ферма. Здесь цветы, цветочки. Цветы, видно, да? Цветочки. Ой, чуть не свалился. Так, а здесь что? Ну, это такая хрущевочка, по-моему, да? Там тоже какое-то предприятие находится. Green Food. Green Food. Ну тут у нас, соответственно, что мы, шаурма и так далее. Сосиска в тесте и так далее. А это теплая остановка. Смотрите, теплая остановка. Вот сюда можно зайти и посидеть в тепле, пока ждешь автобуса. Видите, люди заходят сюда. Газеты, журналы, канцтовары, киоск. Кстати, вот это, да, теплая остановка, площадь Дружбы. Такая вот вывеска, видно, да? Вот. И тут такие окна большие, то есть можно у него стоять и наблюдать за автобусом. Это киоск, газеты и журналы, канцтовары. Видите, да? Все у нас сохранилось. Вот тут разная периодика. Ну, сейчас они, по-моему, всем подряд торгуют. И товарами какими-то, игрушки детские, что-то. Все подряд. Вот слева. А, туда надо входить, смотрите, входить надо. Понятно все. Вот журналы якутские продаются, какие-то книги. Вот журналы якутские, Журфикс. А там вы зайдете, и там уже газеты можно будет купить. Сегодня, кстати, пятница, поэтому сегодня обычно выходят якутские черни, наше время, эхо столицы. Вот такие вот. Обычно покупали. Но сейчас как бы интернет ИП Зыряна, кондитерские хлебные изделия. Но здесь что-то зайти не могут, что ли. Непонятно. Так, ну и вот этот магазин Туймада бывший. Сейчас на нем приспандерили вот такую надпись «Тока». А где Туймада-то он остался? Нет. Ну раньше это был такой популярный продуктовый магазин. Вот смотрите, гирлянды. Все такое новогоднее. Супермаркет вкусный. Всего вкусный.
Еды, ага, еды вкусной. А здесь, вот смотрите, как оно все пыхтит. Шаурма горячая. Шаурма, вот вам, пожалуйста. Доставка работает. Можете заказывать. Вон там окошко, выпечка, самса. А этот магазин не работает. Киоск вернее. Так, а где тут фотка? Мне надо зайти. Я уж туда не пойду. А вот там, туда, ну мы там дальше с вами погуляем. Там театр оперы и балета. Ну, туда, я туда сейчас не пойду, потому что уже подзамерзли у меня ноги. Поэтому я не хочу простыть как бы. Поэтому давайте с вами в теплое помещение зайдем, погреемся. Тока. Уже не туймада, а тока. Ну тут вот, смотрите, правильно сделано. Вот это вот, как он называется, коврик такой, дорожка ковровая, вот она, чтобы не свалиться, не грохнуться, чтобы масочный режим обязательно. Ух ты, кола по 89 всего штука. Вообще это дешево. Сахар по 49. Так, ну что, в принципе, магазин этот неплохой оказался. Неплохой. Я там понакупал всяких, сколько, и по цене вроде бы, даже кола там есть за 89 рублей. Двухлитровая. По нашим меркам это, ну, недорого. Ага. То есть она обычно продается, по-моему, рублей 115. Так это. А здесь всего ничего. 89. Ну давайте погуляем с вами. Здесь остановка. Можно в принципе. А вот 19. Ну что, сошли на остановке. Ой, господи, на остановке сошли. Что-то ноги у меня совсем продубили. Продубили мои ножки. Так, пойдемте быстрее, шевелиться надо. Быстрее. Нам еще надо зайти с вами в Вальберес. Короче, я совсем забыл. Заказ надо получить. Видали, какие глыбы снега? Вот сколько нападало у нас. Вот чистят, вот смотрите, снега сколько. Глыбины какие гигантские. Вот. Видали? Так, тут магазин Чизной. Это Лермонтов. Торговый центр тут. Типа такого одноэтажного, небольшого. Что-то продубили ноги. Надо теплее обувь какую-то одевать. Киоск. Так, теплее обувь одевать надо. На ноги. А то это самое, можно так замерзнуть. Так. А для этого, наверное, надо поехать на завтра будет, или когда завтра, скорее всего, на рынок. На рынок с вами съездим, посмотрим. А на какой рынок мы с вами поедем? На рынок, ой, как он? На рынок столичный, да, правильно я говорю? Ну, или китайский рынок он называется. Вот смотрите, упакованная машина в Наташу. Вот такая Наташа где-то стоит 1010, вот так вот, 15. Ну, в зависимости там какого это пошива, там, что там, размер и так далее. Вот. Из-за этих Наташ в этом году вообще машин очень много. Зимой.
зимой. А здесь вот жилищный департамент находится. Жилищный департамент. Когда-то здесь был магазин, 18-й продуктовый магазин. Там у них елка, Маргат. Так, а здесь горпечать, опять киоск есть. Горпечать. Вот она, елка их. Горпечать. Что они продают сейчас? Вон быка продают. Еще быка. Копилку в виде быка. Такие журналы, газеты. Вот, смотрите, у нас такие якутские, черний, Крым, Туймада. Вот такие вот они, газетки такие продаются. Это местное издательство. Сегодня как бы пятница. Надо переходить в Ой. И в пятницу газеты эти выпускаются у нас. Так, быстрее. Осталось совсем немного. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Вот машины сейчас поедут здесь. Они вот так вот едут. Вот такая движуха у нас. Короче, идем дальше. Ну, японский дом, я вот сюда заходил. Не один раз, по-моему. Тут у нас особо-то как бы надо только если в другие районы куда-то специально ехать, вылазить. А так в основном я вам все одно и то же показываю, конечно. Ну вот, по крайней мере, сегодня 25 декабря. 25 декабря. И вы видите, какая погода, сколько людей, какая движуха. Вот я возле этой стенки сидел, совершенно не видно. Езжай, куда-то рулит он. Ничего не пойму. Что ему надо, там он все сломался или что? Выруливает, что он делает? Что не пойму. Он поехать не может? Или что? Ехать не может. Тут вообще такая, говорю, движение вообще интенсивное. Как летом, как будто бы. И вот машины тут все накатали, смотрите. Все накатано. Сколько ходить. Фу. Так, Алкомаркет Виноград называется. Кому надо к Новому году шампанского если подкупить. Много, конечно, не надо алкоголя покупать так. Покупать не надо много, так чисто для, ну, как бы, чисто для формальности, такой, как бы, что Новый год, шампанское, там, хлопушка, что еще там, бенгальские огни, да. Хотя вот насчет бенгальских огней хочу вас предостеречь. Очень опасная штуковина, если у вас есть какие-то синтетические ковры, там, что есть синтетические. Вот, смотрите, какая тут красотень. Зимняя красотень. Синтетические ковры, синтетические вот эти диваны с покрытием синтетики, там наполнители всякие. Очень хорошо это все горит. А бенгальский огонь, эта палочка горящая металлическая, она, давайте пропустим. Не надо торопиться. Так, вот, смотрите, что творится здесь. Что творится на улице Федора Попова. Это вот напротив, рядом с этим, заезд со стоматологией городской. Вот, а стоматология там тоже какую-то елку сделали. Так, здесь есть заход, а мы вон оттуда по центральному с вами зайдем. Здание. Тут когда-то ДНС был большой магазин на первом этаже, а сейчас он переехал в другое здание, тут тоже неподалеку. Поэтому сейчас здесь первый этаж, он вроде как пустует, не арендует никто. Поэтому если вам интересно, вот, наверное, аренда такой территории напротив
стоматологии городской. Заходим. Холодно что-то. Промерз сегодня. Видите, Валдберес. Валдберес. Большие такие. Мне надо приложение здесь открыть. Видно, вот там. Там народу сколько. Еще свадьбы. Заказ приехал. Там народу связывает. Короче, всякое декоративное. Декоративное мало что ли такое? Что-то такое. Ручная работа. А это мыло продают здесь. Видите, как прикольно. Берюшки. Бычки. Новым годом. И даже здесь, смотрите, как все классно сделано. Цветочки, это что-то новогоднее, да? Ух, все. Смотрите, тоже дорожка такая прикольная, прикольная. Коржики, кафе кулинария. Смотрите, здесь и коржики открылись. Когда-то тут был, на первом этаже, смотрите, ну нормально, да, коржики. Кафе кулинария. Ну можно вон посидеть там даже, смотрите, да, посидеть, суши с собой. Во. Мандарин закрытый. Пандемия, потому что это никак не центр, а сейчас он не работает. Смотрите, сколько у нас тут машин стоит. Это они в Якутскэнерго приехали оплачивать за этот самый, вот энергосбыт центр, обеспеченные потребителям значит, и здесь можно заплатить за квартиру, короче говоря. Это ЧП зря хотят. Карты там и так далее, разные вкусняшки. Ну, в общем-то, вот и все.
На этом я репортаж пятничный, вечерний заканчиваю из города Якутска. У нас сегодня погода, температура минус 45, 50, туман, видимость 100 метров. Всем пока.